По осени считают не только цыплят, но и оленей. В конце лета у них начинается сезон миграции. Лено-оленёкская популяция в 2025 году насчитывает 71 тысячу особей, четверть которых – молодняк. Отслеживать путешествия рогатых помогают спутниковые ошейники. Они передают данные о перемещении диких стад. Мы точно знаем, каждый день видим, где олени проходят и так далее. Поэтому у нас возник тесный контакт с оленеводами Оленевского района. И вот эти пути потом мы им сообщаем, где ваши стада. И они вот смотрят тоже этот путь. И они стада свои отводят оттуда. Лено-оленёкская популяция путешествует по 5 районам Якутии. По лесам за ними не побегаешь, зато можно понаблюдать с воздуха. Тут на помощь ученым Института биологических проблем Криолитозоны и Дирекции биологических ресурсов приходит Алроса. В этом году ученые базировались на прииске молода общества Алмаза Анабары. Компания поддерживает мониторинг миграции дикого северного оленя с 2016 года, а еще помогает защищать рогатых от браконьеров и влияния производственных площадок. Например, на активах, мимо которых пролегают оленьи маршруты, вводят часы тишины, когда транспорт не ездит по дорогам и не пугает животных. Защита важного промыслового вида – одна из задач Алроса по сохранению природного баланса в Якутии. Дикий северный олень является индикаторным видом, видом очень важным, в том числе для традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Благополучие лено-оленёкской популяции оленя – заслуга не только ученых и алмазодобытчиков, но и местных жителей, помогающих устанавливать спутниковые ошейники на животных. В будущем эта совместная работа еще не раз порадует своими результатами. Анна Ильчук, Аэлита Махно, медиакомпания «Алмазный край».